повезли 3 ребят на чемпионат. На твой взгляд, им удалось выполнить те задачи, цели, которые были перед ними поставлены? И на сколько процентов? Честно скажу сразу, ребята выполнили на 100% тот результат, который мы от них планировали. Изначально, когда мы их вывозили, у нас в голове было, хотя бы дойти до полуфинала, отработать, так как после пандемии тяжело, мало было международных выездов, они выезжали. Ребята выполнили на 100% тот результат, который мы от них планировали. Изначально, когда мы их вывозили, у нас в голове было, хотя бы дойти до полуфинала, отработать, так как после пандемии тяжело, мало было международных выездов, они выезжали, бились, боксировали только по Казахстану, опыта не хватало международного, и ставили цель хотя бы зайти в тройку. По приезду прошли отборочные бои, дошли до полуфинала, прошли полуфинал. Смотрим, есть все шансы, прям с радостью думали, что нужно идти дальше, хотя бы зайти в финал уже будет хорошо. Тут проходим полуфинал, уже опять радости, полные вагоны, думаем, можно было бы и стать чемпионами, но чуть-чуть не хватило где-то опыта, где-то не хватило, можно сказать, именно международных соревнований нам, чтобы пройти дальше. Где-то травмы помешали, потому что парни подошли уже к финальным боям, у всех были определенные травмы, кто-то травмировал руку, ногу, усталость сказалась, та, что мы давно не выезжали никуда. Тяжело было, как бы после длительного перерыва по международным. Да, засиделись дома. Но тем не менее, я считаю, что парни сделали все, что мы от них просили, все, к чему мы готовились, как бы выполнили норматив на 100%. Здесь даже не поспорить, парни молодцы, мы как бы крайне довольны, как они выступили, сделали все, что смогли. Изначально это все мы как бы даем на сборах непосредственно, во-первых, и физическую подготовку, и психологическую подготовку. Непосредственно на соревнованиях мы просто их подбадриваем, говорим, что там точно такой же человек, как и ты можешь выиграть. И опять же, самое главное правило ринга: либо бьешь ты, либо бьют тебя. Все, другого нету. Поэтому как бы парни выходят уже с таким настроем, что если они будут стоять, то будут бить их. Так лучше пусть бьют они, чем бьют их. Вот так вот можно сказать. Поэтому как бы у всех парней был настрой такой, что опять же не только за себя они дрались за Казахстан, за полностью за все государство. И как бы упасть в грязь лицом здесь как бы неуместно, я бы так сказал. Поэтому они топили от всего сердца, чтобы преподнести наш Казахстан. Вы вообще активно ведете Инстаграм, я заметил. Выкладываете там тренировки, спарринги. Последний раз перед чемпионатом было видео, где буквально там загоняли этих бойцов троих. Там они падали, вставали, заново хвалили. Нападение было там с двух сторон, от двух тренеров. Это что за тактика такая? Или старая, может? Как бы есть такая поговорка: все, что не убивает, делает нас только сильнее. Вот это лишний раз доказывает это. Чем максимальнее мы нагрузим наших спортсменов на тренировках, тем лучше они выкладываются. Как любил говорить мой тренер, чтобы выложиться на ринге на 100%, в зале нужно выполнять 200-300%. Тогда ты сможешь выложиться на ринге на 100%. Вот, поэтому мы грузили их как только могли, всеми способами, которые есть, чтобы потом на ринге они вышли, им показалось, что на ринге сахар, а вот в зале было тяжело. Ну это было больше даже морально, да, такая? Да, больше психологическая подготовка. Это как бы, чтобы спортсмен почувствовал, что у него есть после усталости еще силы, что это не предел его возможностей, то, что вот он, грубо говоря, отработал, на лапах устал, а здесь еще двойная нагрузка, и он чувствует, что он может больше, и психологически, опять же, вырастает в этом плане он.
Зимин это вообще человек такой индивидуальный. Он пришел, абсолютно ничем не занимался, с нуля полностью пришел. Он пришел еще, причем весил, не соврать бы, около 110 килограмм. Вот. Сколько лет назад? Он пришел к нам 5 лет назад, получается. Первый раз он пришел в зал. Вот, он был очень тяжелый, очень медленный, неподвижный. Я ему сразу сказал: Женя, говорю, это не твой вес, во-первых. Нужно будет сбавлять. Если ты готов к этому, то мы займемся тобой. Но он как бы согласился, все. И мы постепенно начали спускаться, спустились до 81 килограмма. 81 килограмм он представлял Казахстан даже на чемпионате мира. Побоксировал, но мы увидели, что чуть-чуть лишняя сгонка веса, и что он чувствует себя не так уверенно. Это было заметно. Да, и когда мы его подняли на весовую выше, на 86 килограмм, уже видно, что он выходил бодрый на ринг, он прошел все отборы на республиканском уровне, на чемпионат мира, и уже непосредственно на данном чемпионате мира он выступил, и прям очень заметно, что вот именно это его весовая категория, 86 килограмм. Он и физически очень хорошо выглядел там, и функционально, и скорость была у него очень хорошая. Поэтому как бы мы решили определиться и оставить его пока на 86 килограммов. Я считаю, что он показал тоже достойный результат, и есть куда расти, да, есть свои ошибки. Мы это уже все подметили, составили план. Сейчас приедем, будем дома отрабатывать все. Дай бог, следующий мир будет наш. У вас есть еще в этой тройке такой молодой боец, как Шамиль Ермагомедов. Тебе не кажется, что он поддается эмоциям на ринге и иногда даже сильно заигрывается? Есть методы осаждать его в такой момент? Методы есть всегда, конечно, и ко всем. Шамиль это интересный очень боец в плане психологии. Он подходит именно к бою психологически очень хорошо. Очень большая ошибка у большинства спортсменов: они горят перед боем, волнуются, как бы переживают. Шамиль подходит к бою, он уже подходит как чемпион к этому бою. С одной стороны, да, это дает свои минусы, но в большей частности это дает свои плюсы, так как он не волнуется, он не перегорает, он выходит на бой расслабленный, он дерется расслабленно. Как если брать других бойцов, они начинают перенапрягаться, гонять себя, зажимать, и из-за этого вот и происходит поражение. На данном турнире Шамиль мог бы выстрелить получше, но здесь опять же сыграли некоторые причины на подготовке, непосредственно на сборах. Где-то недовыложился, где-то семейные как бы проблемы были, что недотренировался. Ну, тоже, опять же, это все урок, это все как бы даст только движению вперед. Человек после любой совершенной ошибки начинает совершенствоваться. Вот, может быть, это даже ошибка ему нужна была, что это поражение непосредственно, чтобы стать еще сильнее, прийти на следующий год и стать чемпионом. Поэтому я думаю, все будет у него впереди. Он парень молодой, перспективный, я даже бы сказал, очень перспективный парень, поэтому все у нас впереди, и у него тем более. А если говорить о Заякине, то как ты оцениваешь вот его выступление на мире? Мне кажется, он прогрессирует, если судить по его медалям. У него там бронза Азия, серебро, да, есть? Для Заякина Руслана, я считаю, что этот турнир прям, можно сказать, был стартом, новым стартом. У него был небольшой застой, небольшой, можно сказать, провал был на некоторых турнирах. Он как бы чуть-чуть застоялся, где-то было небольшой спад. А сейчас вот на этом турнире он прям почувствовал свою уверенность, и видно было, как он поменялся, буквально даже как бы по самой стратегии боя, более вежливо, можно сказать так, что он где-то жалел своих соперников, где-то не дорабатывал. То на этом турнире уже было видно его агрессию, он уже потихонечку начал наращивать, злость появилась, и я говорю, это, как можно сказать, как новый старт для него.
Я думаю, что на ФИСу, на чемпионате мира среди студентов, он покажет намного больше результат. Это только начало, можно так сказать. Сейчас, кстати, еще хотел сказать, у нас сейчас возвращается наш еще один парень, 4-й, который у нас тоже также выступал на международном уровне, Зайцев Евгений. Вот. Он сейчас, ну, после травмы, после операции восстановился. Сейчас начнет подготовку на чемпионат, на чемпионат Казахстана, отбор на ФИСу. В каком весе он будет планировать? Мы сейчас пока планируем, что он будет в 67 боксировать, но это еще под вопросом. Да, ну, у него в связи с операцией, в связи с реабилитацией со всей поднялся вес. На данный момент у него чистый вес где-то порядка 81-83 килограмм. Вот. Сейчас он опять же вернется в зал, начнет сборы, подготовку, и мы уже будем отслеживать. Но в перспективе мы смотрим, что на 67. Если опять же он начнет тренироваться, и у него вес активно начнет падать вниз, почему бы и не уйти опять в свою же эту весовую категорию. Будем отталкиваться уже непосредственно от работы, как она будет идти, как будет вес падать, и там уже определимся точно, на какой вес он пойдет. На данном этапе я думаю, что больше всего нам не хватает именно соревновательного процесса, именно профессионального соревновательного процесса. Я думаю, что нужно более профессиональных боев, таких, которые даже не могу... Даст именно профессиональный опыт любительского? Я скажу так вот по личному своему опыту, что один профессиональный бой, он заменяет 5 любительских, как минимум. Что проведя, грубо говоря, один профессиональный бой, как будто ты провел 5 боев. Почему это так? Потому что, когда ты готовишься к профессиональному турниру, ты уже знаешь своего оппонента, знаешь, какой он сильный. Потому что в профессиональном спорте нету слабых соперников. Вот. Ты психологически готовишься. А самое основное в боях, ну, лично мое мнение, это не техника, не там физика, это психология. Как человек психологически подойдет к бою, так он и будет. Я видел очень много таких боев, когда нулевая, можно сказать, техника, но вот здесь вот дух, характер бешеный, психология бешеная, и вытаскивали бои, прям, можно сказать, вырывали их. Вот. Поэтому психологическая подготовка, а вот именно профессиональным турнирам идет больше психологии, потому что там и так все уже мастера, все четкие, грамотные. Здесь, да, здесь только вот здесь вот поправляют, направляют в правильное русло, и тогда вот идет победа. И вот я думаю, что если бы нашим парням дать больше именно вот в профессиональном направлении турниров, то результат был бы намного лучше. Золото бы посыпалось. Я думаю, что оно и так посыпется. Это неизбежно. Наша сборная Казахстана, я не говорю именно про нашу сборную, там, Петропавловск, я имею в виду, что наша республиканская сборная идет большими темпами вперед, рост очень сильно заметен. Не только взрослой, старшей сборной. Наша молодежь — это вообще огонь. Я прям, когда приезжаю на молодежные чемпионаты Казахстана, чемпионаты мира, я просто в шоке, да? По-другому это не назвать. Я считаю, что наши бойцы прям супер. Нас начинает уже очень сильно узнавать. У нас было это, грубо говоря, в 2000-х годах. Нас знали, что вот там Казахстан, да, там. Потом у нас был небольшой спад, прям мы чуть-чуть подсели, но тем не менее сейчас мы опять двинулись вверх. Наша сборная Казахстана идет вперед семимильными шагами, я считаю, как бы очень хорошо выступает, и я думаю, что золото не за горами, что мы это все заберем.